Не выйдете из дома, пока не зарегистрируетесь. Это, извините меня, это нарушение, чудовищное нарушение моих прав. Могут ли эти люди чего-то хорошее внести вот в это вот в электронные приложения? Могут ли что-то хорошее они зашить туда? Могли бы мы полгода назад представлять себе, что мы будем сидеть в квартире добровольно? Владимир Иванович, вступают в силу вот эти вот обещанные, разрекламированные QR-коды. Хотелось бы понять, каким образом все-таки люди будут получать эти QR-коды, насколько это законно, насколько вот это приложение, если я не ошибаюсь, госуслуги «Стоп коронавирус» вообще законно, кто за него отвечает, куда будет деваться вся информация с этого ресурса потом, как ей будут распоряжаться. И если я не ошибаюсь, то для того, чтобы зарегистрироваться и получить QR-код, надо сфотографировать себя, то есть добровольно передать свою информацию, свое лицо, свои данные в какую-то непонятную организацию. Ну, Дмитрий, практически вы ответили на этот вопрос. Хакерское приложение, которое, по сути, дает возможность добровольно передать всю о себе имеющуюся информацию. И, ну, если так говорить, то это просто элементарная продажа. Продажа, которая сегодня дает возможность власти полностью контролировать твой шаг, твои возможности, включая твои финансовые возможности, перемещения, ну, полностью за тобой контролирует. Продажа, получается, продажа своей безопасности в борьбе с коронавирусом, да, о чем говорят наши власти, что ты будешь спасен, ты не заразишься, не заболеешь, ты отдаешь за это всю информацию о своей личной жизни. Правильно я получаю? Это тотальный контроль за человеком, основан на том, чтобы запугать его. Вначале запугали людей, посадили их под домашний арест, надели на них, по сути, свои браслеты, то есть они шага не могут сделать, им нужно QR-код получить, а QR-код дает возможность только в том случае получить, когда ты отдаешь полностью о себе информацию. Вот вся связка. А дальше получается очень просто. Они получают от тебя всю информацию, а уж как они ее будут использовать, понятно. Ты идешь с карточкой, которая под их контролем находится, и они могут тебе поставить то, что больше 500 рублей ты не имеешь права получить с этой карточки, то есть ты не оплатишь. Также ты вот реальная сегодня ситуация. Они взяли и заблокировали карточки всем тем, которых 65 лет. Вот у меня заблокирована карточка. Я не могу проехать. Вот вам результат того, что они сейчас делают. И это только маленький шаг. Следующий шаг будет более серьезный. Они у тебя могут заблокировать финансы, они могут тебя заблокировать поездки, они могут тебя заставить делать то, что ты никогда бы не сделал. Ну, могли бы мы полгода назад представлять себе, что мы будем сидеть в квартире добровольно? Ну, кто бы мог об этом подумать? Месяц. Но нас заставили это. Владимир Иванович, подскажите, пожалуйста, мотивация получения QR-кода. Для чего это нужно? И разве меня коронавирус пожалеет, если у меня есть QR-код? Конечно, пожалеет. У них есть специальная защита в этом коде, что как только ты выходишь, сразу вокруг тебя ореол, и ты идешь, и к тебе уже коронавирус не пристает. Но это, конечно, шутка, это, в принципе, это глупость. Потому что какая разница, я поехал в метро, я поехал в трамвае, троллейбусе или где-то, я общаюсь с людьми, независимо от того, есть у меня QR-код, нет у меня QR-кода. Кто знает, заразился я от тебя или не заразился, принес я эту заразу к себе домой или не принес. Это ситуация, при которой тебя загоняют в определенную дистанцию. Ты не выйдешь из нее. Вот тебе дано указание пройти по этому маршруту, ты по этому маршруту пойдешь. Тебе указание должно, что ты сидеть будешь дома столько, ты будешь сидеть. То есть контроль, тотальный контроль над всеми жителями страны. Причем тотальный контроль они представляют как некое новое такое веяние. Это что-то новое из области того развития человечества целого, да. Ну вот яркий такой пример — это Китай, да. Там уже введен вариант чипирования, правда, это карточкой, но на эту карточку начисляются определенные баллы, и ты либо можешь сесть на скорый поезд, либо нет, потому что меньше баллов, можешь воспользоваться авиаперевозкой или нет. То есть у тебя уже ограничения реальные.
Мало того, тебя могут взять на работу, могут не взять на работу. То же самое предполагается у нас. Но для этого надо порассмотреть, а смогут ли они преодолеть вот то, что они сейчас боятся. Да? Боятся они то, что народ все-таки встанет в позу и скажет: да пошли вы туда-то, туда-то, да, потому что я не променяю свою свободу на какие-то, так сказать, условные, так сказать, чипы или там на условные QR-коды, которые якобы мне дают право свободы. Мне право свободы определено Конституцией, 27 статьей Конституции, где четко сказано: мое право, что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. То есть кто меня может ограничить в этих условиях? Они не ввели ни чрезвычайную ситуацию, ни карантин, а требуют от нас по системе так называемой, так сказать, самоизоляции, которые они как бы подтягивают к карантину, но ничего общего она к этому не имеет. Режим повышенной готовности. Но они, вот понятие режима повышенной готовности, когда я задаю вопрос, что это? Готовность к чему? К выздоровлению или к более серьезным последствиям? Никто объяснить не может. Но по сути, они, нарушая статью 27, они нарушают статью 55 Конституции. Кстати, в 56 статье Конституции интересная вещь сказана, что не подлежит ограничению прав и свободы, предусмотренными статьями 20, 21, часть 1, 24, 28, 34, 40 и так далее. Я просто беру вот 20-ю. Вот у нас есть статьи, которые говорят о чем? О том, что мое достоинство умалено. То есть достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления. Меня закрыли в квартире. Владимир Иванович, дело в чем? То есть, как бы, эта технология, это будущее, да, это неизбежное будущее, и как любая технология, она немножко пугает. Но как любая... Стоп. Что значит неизбежное? Любая технология, это новое будущее, да, и дело в чем? То есть, это как ножик, да, и можно зарезать, а можно там что-то вырезать или что-то создать. Дело в том, что те люди, которые сейчас находятся, почему мы как бы против всего этого, потому что те люди, которые сейчас находятся во власти, за 20 лет нахождения у власти, они не сделали для народа ничего хорошего. Вот если вспомнить, если разложить, да, не было принято ни одного закона, который бы улучшал бы жизнь граждан. И последний закон мы прекрасно знаем, да, то есть это Конституция, которая принимается с полнейшим нарушением всего, чего только можно, да, пенсионная реформа, повышение налогов, даже то, как они вот в это состояние народа, да, то есть вот этот момент повышенной готовности к чему-то, да, в отличие от всех остальных глав государств, не убирают налоги, не прощают там ипотеки и тому подобное, а просто как бы это все дело откладывают. Могут ли эти люди чего-то хорошее внести вот в это вот в электронные приложения? Могут что-то хорошее они зашить туда? Нет, ну они, во-первых, создают условия для того, чтобы большая часть нашего народа вошла на госуслуги. Госуслуги в дальнейшем могут быть использованы для электронного голосования. Электронное голосование может быть использовано для того, чтобы провести плебисцит. Плебисцит будет использован для того, чтобы утвердить все те поправки, которые они уже приняли и которые по сути своей действуют. Но им нужно показать, что эта политика, которую сегодня осуществляет вся эта команда ОПГшная, по-другому я ее назову, поддержана народом. Поддержана. Вот она, ребята, проголосовали 78-80%. Что вы хотите? Таким образом, люди, изолировавшие, сидя у себя дома, они соответствующим образом через госуслуги должны будут проголосовать. Найти для этого условия, вот они нашли условия, пожалуйста, не выйдите из дома, пока не зарегистрируетесь. Это, извините меня, это нарушение, чудовищное нарушение моих прав. Я считаю, что ни в коем случае нельзя эти QR-коды получать. Надо воздержаться от них, ребята, любым способом, потому что вы таким образом даете им полную информацию о себе, и вы принимаете их условия игры.
А если вы принимаете их условия игры, то я уже объяснил, чем это все может закончиться. То есть Господь Бог нас отвел от голосования, от соучастия в голосовании за поправки 22 числа, а они все равно решили протащить и привлечь людей, а если люди не согласятся, за них проголосует машина, правильно? Да это чисто сатанинский ход, понимаете? То есть это ход, когда при любом раскладе они должны выиграть, Но есть один расклад, когда люди скажут: нет, мы на это не пойдем. Мы свою свободу не отдадим ни за что. Они создают условия, которые мы же сами одобряем. Это же полный бред. То есть я прошу разрешения выйти на улицу у кого? У того, кто должен работать на меня, на народ. А получается, что я на него работаю, по сути, получается. По сути, получается, эти люди посадили нас под домашний арест за наш счет, потому что когда сажают преступников, там хоть на них деньги тратят какие-то, а здесь за наш же счет мы сидим на домашнем аресте, и для того, чтобы просто выйти подышать свежим воздухом, я должен предоставить всю информацию о себе, чтобы они внесли в базы, и потом за мной проходила слежка и влияние на меня там какими-то способами. Ну, какими способами? Электронными способами, элементарно. Вы, так сказать, будете подконтрольны, ваш фейс, так сказать, контроль будет проходить. И сейчас камеры везде стоят, везде. Ваш путь проходит, и вы, так сказать, где бы вы ни были, вы будете фиксироваться. Вот если захотят, допустим, узнать, где я, да проблем нет. Возьмут, просто пройдут по всем этим камерам. У нас же везде камеры стоят. Даже когда машина едет, вот, пожалуйста, она же тоже под камерами. Вот им они глобальную, так сказать, слежку устраивают. Орел 84 тут даже в подметке не годится. Нервно курит в сторонке. Да? Владимир Иванович, и все-таки, раз такое положение дел, что же делать с нашим зрителем? Получать эти QR-коды, не получать? Какое-то, может быть, не сопротивление, Ну, во-первых, давайте начнем с того, что когда мне задают вопрос: а как вот вы, вот вас задерживают, да? Меня задержали и говорят: так, вы у нас нарушили закон. Я спрашиваю: какой закон? Ну как, вот самоизоляция. Я задаю вопрос: а что это такое? Владимир Иванович, сразу перебью. А когда вот вас задерживают, они на каком расстоянии, товарищи полицейские? Исполняют ли они свой же закон? Не нарушают ли они вот эту вот дистанцию в 1,5 метра? Я сегодня ехал, меня, конечно, не задержали, хотя я проехал и по Пушкинской, и по Чеховской, и вот в метро вот здесь в Алтуфьево был. Стоят по 3, по 4 человека, да, ну я прошел. Но задержали парня, они разговаривали вот на таком расстоянии, как... Нарушают закон, да, конечно. же. Да, я первое бы что сказал: так, я фиксирую ваше нарушение. Вы уже на сегодняшний день должны заплатить штраф. Извините, вы же обязаны 1,5 метра. Ну, вы этого не соблюдаете. Второй вопрос. Когда я задаю вопрос, что же все-таки за такой режим у нас самоизоляции, ответ я не получаю, ответ идет так: вот вы знаете ФЗ-68? Я говорю: знаю. А вы знаете, что вы должны, так сказать, самоизолироваться и сидеть дома? Во-первых, являюсь ли я в списках инфицированных? Есть ли в списках тех, кто контачил с инфицированными? Третье. А что этот закон мне не позволяет двигаться? На основании чего? Закон 68 ФЗ вступает в силу после включения карантина и чрезвычайной ситуации. Чрезвычайную ситуацию может объявить только президент, я подчеркиваю, только президент. Владимир Иванович, они прям совсем недавно протащили через Государственную Думу, и Государственная Дума проголосовала, что теперь правительство может вводить эти чрезвычайные Значит, положения. ну им плевать, конечно, на то, что есть Конституция Российской Федерации. Они могут провести, что дядя Вася завтра будет принимать решение о том, сколько человек выйдут из дома, а сколько не выйдут из дома, как это сейчас делает Собянин. Он себе позволяет то, что, так сказать, то, что не прописано в Конституции, я так мягко скажу. А это, в общем-то, ну, 286 статья. Владимир Иванович, они наплевали на Конституцию, наплевали в открытую, весь народ это видел, и народ ни слова не сказал. Поэтому будут они ей подтираться, грубо говоря, и дальше. И абсолютно знаете, как цунами идет, нет? Вот на поверхности цунами не видно. Вот корабль плывет, он не видит цунами.
Но когда волна доходит до берега, то она разрушает все. Вот сейчас ситуация точно такая же. Народ зреет, я знаю, я вижу, я своими глазами чувствую и слышу, что происходит. Надвигаются очень серьезные последствия. И они это, может быть, и чувствуют, а может быть и нет. Потому что то, что они делают, каждый их шаг – это цуцванг. Это то, что они создают революционную ситуацию, очевидно. Это уже настолько очевидно, что с людьми нельзя так поступать, как с котом. Нельзя их загонять, нельзя из них делать быдло, извините. Это люди, это те, кто сегодня эту вот команду кормит, и эта команда сегодня жирует на том, что народ, так сказать, производит и пашет на эту команду. Поэтому, естественно, все, что касается того, да, на каком-то этапе народ, будем говорить так, немножко расхладился. Но для этого есть много оснований, я сейчас не буду детализировать, могу только одно сказать, что пока он не почувствовал опасность, причем опасность даже не для себя, а для будущего своих детей. Вот когда он почувствует опасность для своих детей, когда он увидит, что дети начали голодать, вот с этого момента я не думаю, что власть удержится. Даже нет сомнений, что она не удержится. Но вот как они не понимают, ведь они живут на этой земле. Они живут так же, как и мы, у них есть семьи, у них есть дети, у них есть все. Мне скажут, ну они за рубежом же живут. Ребята, вы там за рубежом никому не нужны. Вы думаете, что вас оттуда не вышвырнут? Вышвырнут, элементарно. А те, кто будут исполнителями непосредственно, они будут стрелочниками, они будут отвечать за все, что они здесь делают. Они даже себе не представляют, что такое бунт народный и что к чему это приводит. Надо понимать, что люди озлобленные, эта толпа, она не остановится ни перед чем. Упаси Господь, чтобы это было, упаси Господь. Но это уже назревает, они это сами формируют, они сами это создают. И закончится это социальным взрывом такой мощности, что им и не снилось даже. Я еще раз говорю, это страшно, но это идет.